Ну, кроссовки я не люблю одевать. Я как тупею. Вот так же, как если без очков, то я плохо слышу. Я не желаю вечной молодости, я хочу медленно стареть. Я абсолютно никогда не думаю там о диете, например, или непременно надо купить этот тональный крем. Я же все-таки среди братьев росла. Одна девочка была. И школу я закончила тоже со строгим выговором. А как вы учились быть тогда мамой? Или Глядя на взрослее? своих родителей, конечно. Я и строгать умею, между прочим, и гвозди заколачивать и так далее. А Ну, как с ними общаться? зри в корень, оценивая ситуацию, а как-то вот сказать правильные слова, заинтересовать. Слышь, говорит, что она говорит, так говорит. Дырки затыкать не женское дело, дети подлаживаться, что это мужчина, и он у тебя начальник или там еще что-то. Абсолютно не стоит. Ну вот он написал жалобу на меня на 22 страницах, до сих пор помню. А потом пути не пересекались? Я когда в журнале увидел, кто мама, кто родители, то у него, конечно, блеснула такая гневливая мысль, что можно так отомстить. И как вы устраиваете свое вот это пространство рабочее, свое окружение так, чтобы действительно люди были думающие, исполнительные? Не думаю, что до меня тут никто не работал. Вот из них надо создать свою команду. Ту команду, которая не для тебя там двери будут открывать, например, куда-то, да, или чай наливать, а главное решать эти задачи. Здравствуйте, Евгения Исаевна. Здравствуйте. Какие вы красивые. Да, вы такая красивая, да, белые розы. Я угадала? Спасибо. Да, пройдемте. Евгения Исаевна, я очень рада, что вы нашли время в своем плотном графике. Вы всегда прекрасно выглядите. Ну вот сейчас предварительно мы поговорили, то, что вчера думали прийти в голубом, потом было настроение надеть черный костюм. Да? Это ночью. Это ночью, а с утра вы проснулись, и дай-ка пусть будет такой пудровый цвет. Гардероб как готовите, как покупаете? Ну, я, наверное, не очень оригинальна, но стараюсь, чтобы вещь была удобная, более спортивная. Ну, гардероб у меня такой фундаментально, ну, не скажу, что старомодный. Шанель же не может быть старомодной, Да, допустим. классика, Но да. зато костюмам там некоторым 20-25 лет, например. Ну, один раз в году оденешь, прекрасно. Ну и Сент-Джонс, например, опять-таки. Ну, Макс Мара, любимая марка. А так обожаю вот стиль Варвары Васильевны Филипповой. Да. Жаль, что она покинула нас. Вспоминаю о ней. Ну, А сколько нарядов от нее? часто. Ну, где-то 6 или 7, наверное, да. А сейчас удается шиться тоже? Ну, очень сложно. Честно говоря, я не сильно по утрам вдохновляюсь. Что что-то нужно надеть? Ну, вот на работу такое, как тогда. можно быстрее, и, по крайней мере, чтобы с дороги тебя не столкнули. А так, чтобы там, ну, может быть, и соображений не хватает. И шить я, кстати, могу. В 8 классе мне папа купил швейную машинку, и я братьев всех своих обшивала. А потом даже где-то на курсе 3 шила подруге пальто демисезонье и замучилась пристегивать вот эту часть подкладку-то. Пришлось мне руками это все делать. И я подумала о том, что быть портнихой – это, наверное, не мое. Но тогда, помните, вот были выкройки. Ну, вы, наверное, конечно, не помните, но, может, от своих родителей. Бурда. Да, Моден, помню, да, конечно, мне мама постоянно очень шила хорошие подруге, выкройки да. были. Кстати, и сейчас, по-моему, есть. Ну, смотря куда идешь, с одной стороны. Если надо бегать по этажам, общежития и так далее, то сподручнее, конечно, там на низком. Ну, кроссовки я не люблю одевать. Это Хотя как всем нравится. расслабляет кроссовки? Но я как
тупею. Вот так же, как очки. Если без очков, то я плохо слышу. Ага. А в них как-то я, ну, не то что тупею, а чувствую себя, ну, не знаю, какой-то не такой, как я, как сама. Ну, я люблю футболки, люблю бермуды, например, короткие там и так далее. Ну, такие удобные. Но вот обувь для меня это проблема. Ну, иногда ношу такие, как полукеды, но редко. Шляпы тоже не ношу. Но не скажу, что я и косынки люблю, я вообще люблю без шапки ходить. Хотя меня все тут критикуют. Как у Чехова это было. Голову в холоде и ноги в тепле. Ну вот, примерно так. Придерживайтесь и по жизни. Но не минус 50, конечно. А что еще, вот каким методом прибегаете? Ну вот очень много, оказывается, у вас таких правил, да, кроссовки расслабляют, голову держать в холоде. Какие есть еще ваши правила, которые вы придерживаетесь и стали, возможно, привычкой, но помогают вам Ну, быть первый собранной? вот ваш вопрос, который вы мне отправили там насчет вечной молодости. Да. Конечно, спасибо вам, говорю, за комплимент. Ну вот насчет вечной молодости. Я давно когда-то вычитала, что это не я сказала, это один умный человек, я фамилию не помню, ну, потому что это было давно, что я не желаю вечной молодости, я хочу медленно стареть. Мне подходит. Я абсолютно никогда не думаю там о диете, например, или там, допустим, ну прямо непременно надо купить этот тональный крем. Ну, подруги знают, что я в 50 лет только первый раз покрасилась, например. Ну, сказали, ты уже старая, тебе надо брови там подправлять и все такое. Губы, если я намажу, я буквально в течение там некоторого времени обязательно стиру и так далее. И глаза я тоже как-то не умею. Ну, то есть такие моменты, которые... Я же все-таки среди братьев росла. Одна девочка была. Меня за драку-то даже в 3 года из детского сада выгнали вообще-то. Ну, исключили, мягко говоря. И школу я закончила тоже со строгим выговором за драку. Да вы что? Секретарь комсомольской организации. Но тогда-то лично я не сильно дралась, а дрались 5 моих одноклассников с учащимися ПТУ №1. Ну и досталось секретарю комсомольской организации. Но это как бы не довод для того, чтобы там устанавливать справедливость и так далее. Но тогда, видимо, терпения не хватало. Ну, в 3 года, например. И как-то у меня в голове... Я помню, как же звали это корреспондент, журналистка Якутии писала, что вот Евгения Савина разная такая. Но я и правда разная. Ну, в мужском обществе я, например, в куклы не играла. Большинство девочек же играют, а я нет. Ну, не было возможности, может быть. Дочки и матери не играли? Нет. А Зато футбол, хоккей, мопед, велосипед – это милое дело. А как вы учились быть тогда мамой? Не знаю. Или Глядя на взрослее? своих родителей, конечно. Да, и родители у меня были очень хорошие. Но и понятное дело, что иногда мне доставалось, особенно от мамы. Папа-то он безропотно меня любил. И так меня все и звали, папина дочь. Я и строгать умею, между прочим, и гвозди заколачивать и так далее. Да, когда молодым специалистом приехала в Мигналданскую школу, пошла в мастерскую делать полки. И доски мне дали, и я стала работать рубанком. И тут сзади кто-то заходит и спрашивает: «Волчан, математику чтункар, bütün думаю, наханарахидер. Ну, я шапочку сняла, повернулась, очки сняла. Смотрю, это мужчина, оказался директор школы. Страшно удивился. А я, типа там, молодые учителя, оказывается, тут еще и строгать умеют. И им коротко впереди, говорит. Я говорю, ну да, говорю. Но, в принципе, это одно другому не мешает. У нас во дворе была мастерская, папа как раз построил.
И там мы проводили половину дня точно. Здорово. Конечно. А вот это вот сейчас говорят скилл, да? Вот именно тот навык пригодился потом в последующем? Ну, конечно, все нужно. Потом, такие шутки, там, скажем, особенно, которые удобны были среди братьев, например, среди их друзей, очень пригодились и в работе в правительстве, например. Там подавляющее большинство это мужчины, и с ними же не подерешься просто так. А как с ними общаться, когда нужно лоббировать свои интересы, продвигать? Зри в корень. И если, неважно кто, у члена правительства, мужчина, женщина, да, неважно. Я помню, как Алексей Александрович Тамтосов, когда стал мэром, говорил, начальник управления, женщина Марина Иннокентьевна поставила вопрос, что вышел указ президента Михаила Ефимовича Николаева об укороченном дне для женщин. Алексей Александрович всех оглядел и говорит, а кто у нас, говорит, тут женщины? Все молчат. Марина Иннокентьевна говорит, я. Говорит, тут у нас правильное понимание, среди, сотрудников мэрии нет мужчин и женщин. Есть ответ работники. Тут у меня, как всегда, начинает что-то ерзать внутри. И я спрашиваю, а разве есть без ответа работники? Он сказал, я буду над этим думать. Шутки там или такие нестандартные варианты решения некой проблемы, например. Это всегда интересует. А для этого, конечно, надо больше знать, читать, узнавать, что к чему и так далее. И потом... Ведь бывает же так, что и начальники, и проверяющие органы, и в том числе и контролирующие, или там надзорные, у них же тоже бывает так, что кадры не очень грамотные, или там еще какие моменты, да? У меня был научный руководитель Давид Иосифович Фельштейн, который говорил, у нас в стране дураков мало, но они расставлены так грамотно, что встречаются на каждом шагу. И вот зная, что есть такие разные ситуации, конечно же, надо оценивать ситуацию. Не выпад сделать, а как-то сказать правильные слова, заинтересовать. Конечно, я иногда каялась, что говорю не так. А говорю не так, это как? Например, сидим на совещании у Егора Афанасьевича, и Егор Афанасьевич на часы смотрит и говорит, Евгения Савельевна, я в 6 часов должен был быть во дворце встречаться с делегацией из Алёкминского района. Замени меня, пожалуйста, Дира. Я говорю, Егор Афанасьевич, у меня вообще тоже, говорю, дела. Но вы председатель, а я ваш, говорю, заместитель. Но не по таким вопросам, говорю. Как-то не хотелось бы, говорю, дырки затыкать. Почему я должна затыкать дырки? Вообще-то, говорю, это неправильно. Это, говорю, противоестественно. Артур Николаевич, он же умный, Алексеев. Дмитрий Федосеевич вот так делает и говорит, слышь, говорит, что она говорит? Так говорит, дырки затыкать не женское дело, дети, Дира. Перевел правильно. И тут всеобщий хохот. И понятное дело, что кто-то другой идет. Иногда. Иногда сам идешь. Поэтому это я к тому, что подлаживаться, что это мужчина, и он у тебя начальник, или там еще что-то, абсолютно не стоит. Я всегда про это говорю, особенно женщинам, которые что-то, какие-то цели имеют, и получаются, обучаются и так далее. Видишь, надо больше знать. Да любого, неважно, мужчина это перед тобой или женщина, если хочешь руководить. Есть же, опять-таки, философское видение. Прежде чем задать вопрос, ты должен подумать, а ты сам знаешь ответ на этот вопрос? Да, вот так. Тут же такая очень тонкая грань, когда в этом мужском коллективе разговариваешь на их языке, да, то уже создается конкурентная среда. Что значит на их языке? На их языке имеется в виду
Очень четко, по факту, да? Но я тоже Ага. стараюсь. У нас практически все женщины, которые И мужчины? ну, разными путями попадают в правительство, Мгм. всегда говорят четко, конкретно. Мгм. Да, ну и я не знаю, понравилось или нет, например, Егору Афанасьевичу. Может быть, и не понял, может быть, А вы об этом не думаете Нет, дальше? конечно, мне это как бы, это, Мгм. как говорят, до фени в данном случае. Но я всегда старалась сделать так, чтобы, ну, если ты работаешь в министерстве или там в правительстве, у каждого человека есть чувство собственного достоинства. Неважно, кем он работает, молодой это специалист или там человек, который со зрелым опытом. И вот исходя из этого, ну, у меня никогда не было такого случая, чтобы на меня там пожаловались. Был только один случай, когда я работала, была избрана заведующей Якутским ГРАНО, и через некоторое время я уволила директора Мархинской школы. Ну вот он написал жалобу на меня на 22 страницах, до сих пор помню, о том, что я безапелляционно, там, твердо, настойчиво и так далее ставлю вопросы, на которые он не может сегодня там, или порешать, или там какой-то ответ придумать и так далее. Ну, по сути, он мало бывал в школе, жил в городе Якутске, практически туда не ездил. И когда пришли проверяющие, я говорю, ну а что тут сидите со мной обсуждать? Поехали в школу, проведем собрание трудового коллектива, послушаем их мнение. Если не скажут, что новый Завгородно ошибается, слава богу. А если они скажут о том, что я для себя наметила, но он там еще и несколько заданий, поручений не смог выполнить. Ну, то, что касается, опять-таки, учебно-воспитательной работы. Там вплоть до перестрелки и так далее у них там доходило. А его в это время в школе никогда не бывало. Ну, это же ненормально вообще-то. Это же директор школы. Да, и когда пришли на собрание, ну, в трудовом коллективе почти 90% сказали еще такие причины, которых я даже и не догадывалась. Я же никогда о людях-то плохо не думаю. Даже себе представить иногда невозможно, что может, скажем, там, человек, который вдруг стал руководителем и нечаянно, возможно, и позволяет себе некоторые такие выходки. А потом пути не пересекались? Пересекались очень даже. Я, опять-таки, без всякого зла отправила его учителем физики в 7-ю школу. Потом мне друзья моего сына говорят, вот Алёша физику так хорошо знает, контрольные, почему ему ставят тройки. Я у него переписал, это Коля Рахматуллин, который подполковник будущий. Я, говорит, у него переписала, мне поставили 5, а ему 3. Я говорю, ну, наверное, вы по марке и все такое. А кто, говорю, учитель физики? Ну, мне назвали. Но я не стала, конечно, обращаться ни к самому учителю, ни к директору. И этот будущий подполковник милиции говорит, Евгения Александровна, ну, если вы ничего не делаете, то я сам пойду к директору. Ну, пошел к директору с ребятами, показали работы. Ну и вот, надо сказать, что этот учитель физики создался. Сказал, что я когда в журнале увидел, кто мама, кто родители, то у него, конечно, блеснула такая гневливая мысль, что можно так отомстить человеку. Как вы устраиваете свое вот это пространство рабочее, свое окружение так, чтобы действительно люди были думающие, исполнительные, или же все-таки приходится работать с такими людьми? Я и раньше говорила, и вот сейчас скажу, да. Я, когда была избрана в ГРАНО, я никого не уволила. Пришла в министерство работать, когда была назначена. Я тоже никого не уволила. И в университет, когда пришла работать, я тоже никого не уволила. Исходя с той точки зрения, что я абсолютно не думаю, что до меня тут никто не работал. Что надо прийти со своей командой и все это поменять. И вот из этих людей, специалистов, которые имеют, пусть даже и отрицательный, но опыт, вот из них надо создать свою команду.
ту команду, которая не для тебя там двери будут открывать, например, куда-то, да, или чай наливать, а главное решать эти задачи. Поэтому хочу сказать, что, может быть, я поэтому иногда и отличаюсь от некоторых, скажем, там, ну, как говорят, трезвомыслящих людей, но я вот никогда никого не выгоняла, но бывало так, что не увольнялась с работы, но бывало так, что некоторые потом, ну, сами там уходили. Вот 2 человека, например, ушли из Министерства образования при мне, ну, одна ушла в институт повышения квалификации, а другая была назначена начальником управления образования в районе. Ну, то есть я не скажу, что я этим горжусь, а ведь руководитель-то он на то и соглашается идти работать руководителем. Вообще вот не все люди знают о том, что, ну, по крайней мере, якутяне, что меня Михаил Ефимович 4 года убеждал, что мне надо идти работать министром. Я категорически против была такого. У меня даже и мыслях-то никогда не было. Я и в школе-то никогда не хотела быть ни старостой, ни председателем совета отряда, ни тем более там секретарем комсомольской организации. Но если ты доверие получил и ты согласился, то ты должен так работать, чтобы, ну, никто не сказал, а тебе не стыдно тут так работать. Сейчас, к сожалению, мало людей, которые могут вот так руководителей спросить. Но вот то, что касается, там, скажем, некоторых таких навыков, то, что есть у женщин, женщина всегда может правильно поправить. Я помню свое интервью в 96-м году. Ко мне пришла журналист, тоже очень такой хороший, известный, Наталья Лукшина. И у нее был вопрос, вот, кто у вас там дома управляет хозяйством. И муж или вы, кто кушать готовит, там и все такое. Ну, я сказала, что я всю зарплату отдаю мужу, я до сих пор это делаю. Всю зарплату отдаю мужу, а потом, правда, спрашиваю иногда, а где рыба, а где мясо, например, там. Ну, то, что можно спросить женщине, и от этого мое самолюбие-то никак не страдает. Почему? Потому что все мое детство, школьное детство, прошло в магазине номер 18 по улице Горького. Я вот это вот до сих пор помню. И я с братьями младшими, там прям и уроки учили, стояли в очереди за 3 литрами молока и за 3 буханками хлеба. Я вот это до сих пор помню. Поэтому, когда мужчина, это же добытчик прежде всего, то у него есть качества, которые он отличается от женщины. Это не просто там древние мифы, легенды и так далее по поводу того, что вот он добытчик, охотник, там, рыбак и так далее, и всю семью там кормит, охраняет и сторожит, и все такое отвечает, да? Это все есть, и это все заложено, и пить не будет. Мне потом журналист рассказывал, что она получила более 60 писем. Подавляющее большинство было от мужчин, которые одобряли такое отношение. А некоторые женщины написали, а как, он же будет пьяница, там, хочу на борту аргланки бегею и все такое. А я все-таки думаю, что если у человека есть чувство ответственности, то не будет. Ну, 1 раз пропьет, ну, 2 раз, ладно. Ну, 3-й раз-то наверняка одумается, в конце концов. Это о смирении или что? Нет, это не сразу нужно, ну, изначально, когда выбираете человека, мужчину, избранника. Нет, я просто в детстве у нас было 2 комода дома, да? Ну, 1 для вещей, а 2-й комод, он, ну, как ящик дополнительный, верхние 2 ящика, они были приспособлены под хозяйственные расходы. Ну, мама туда положит, скажем, заработную плату и деньги на неделю. Прямо там лежали. Да, и папа приносил тоже зарплату, иногда он в руки отдавал маме, иногда, значит, сам мог положить в этот ящик. И все знали, что в этом ящике находятся деньги. Там же в другом ящике находились, там, скажем, мелочи, например, да, то, что можно было бы там разменять и так далее. Ну и я вот однажды увидела, вот до сих пор помню картину, он вечером принес, отдал зарплату, утром попросил деньги на обед. Но мама у нас была головой, но она
всегда работала бухгалтером, главным бухгалтером, ну, очень таких больших организаций и так далее. Ну, была такая. Мгм. Ну, и вот она держала деньги. Так? Ну, во Мгм. многих семьях так. Ну да. И папа просил 3 рубля на обед. Там у кого-то был день рождения или что-то такое. Мама ему дала рубль. И у папы было такое несчастное лицо. И я это вот до сих пор помню. И я подумала о том, что мужчина же... Ну, я маме, конечно, ничего не сказала. Как-то ей не было принято там своим родителям такого рода делать замечания. Но я подумала тогда, если я когда-нибудь выйду замуж, то всю зарплату буду отдавать мужу. Что Именно я тогда сегодня этот случай выполняю. повлиял. Да, я, наверное, в классе 6 или 7 училась. Ну. А сейчас же говорят наоборот, да, женщина тратит на себя, а мужчина содержит семью. Ну, женщина тратит на себя. Это, в принципе, наверное, очень богатая женщина тратит на себя. Нет, имею в виду, вот купили красивый костюм, да, купили внукам подарки, там, детям что-то купили. Не только на себя, да, а вот именно там, для дома какой-то красивый Ну, я не вазу. буду говорить там о банальных вещах и так далее в данном случае, например. Ну, то, что женщина радует мужчину, мужчина смотрит. Ну, или есть же такие китайские разного рода поговорки, что женщина выглядит настолько, насколько ее любит мужчина, да, и так далее. Думаю, что все должно быть разумно. Конечно, можно потратить. Я тоже у мужа не спрашиваю. Спасибо, сейчас карта есть. Не спрашиваю, какие мне туфли купить, например, или там кофточку купить. Но я себе представляю, что надо, например, там внукам, что детям и так далее. И все равно мысленно бухгалтером ты остаешься в семье. И от этого никуда не денешься. И то же самое мужчина, нормальный, настоящий мужчина, он не просто, не то, что там делает какие-то подарки, в том числе и необдуманные, да. У меня однажды был такой поступок со стороны моего супруга. Слишком дорогой подарок. А теперь говорю, ну, я, конечно, тогда успела подумать, что это мы, значит, будем все экономить в последующие дни. Но подарок, с одной стороны, он до сих пор сохранен. Я ни разу его не одевала. Это кольцо с бриллиантом. И вообще я не люблю ничего такого носить, чтобы мне тут сильно там сжимало или там мешало. Но как семейная реликвия, он, конечно же, будет подарена, там, скажем, внучке, например. И когда говорят о том, что женщина все для себя делает, но опять-таки в пределах разумного, хотелось бы добавить. Нет, ну вы же сейчас сказали, что всю зарплату отдаете мужу и потом требуете купленная рыба и этот. Но я еще стипендию получаю как академик Российской академии образования. Это я точно смотрю по своему, куда что, например. Распределяете. Конечно. Вы по образованию еще психолог. Применяете ли вы в работе вот эти знания? Сейчас же очень модно стала психология. Ну, у меня психология детства, скажем, да, я специализировалась на этом. Но потом стала изучать вместе с одной коллегой конфликтную психологию. Ну, уже как бы став руководителем, например. Ну, не скажу, что такое-то правило или там формула такая-то, и ты делаешь что-то. Ну, если ты знаешь о том, что у каждого человека есть ответное свое достоинство, которое, скажем, никак не умаляется, там, несмотря на то, что человек провинился или там еще что-то, да? Ну, исходя из этого, надо продумывать отдельные шаги. Меня иногда вот спрашивают, как вам удалось добиться, что вы там, не помню сколько лет, 10 или 15 республика добивалась номинирования Ланхо и не получалось. А вот вам удалось это сделать. Но это такое великое достояние, которое было доверено Вячеславом Анатольевичем Штуровым нашим, что надо номинировать. А я же все-таки-то
математик, не только психолог, но математик. И поэтому у меня сразу в голове были такие мысли о том, что ну вот еще чего не хватало. Так же, как когда Михаил Ефимович, когда назначал меня уже министром, ну как бы, когда уже согласие получил, начал говорить о том, что надо собирать ягоды, бруснику, что надо, чтобы дети пили морс. А я сижу и успеваю думать о том, что ну вот я еще буду о бруснике думать, да, когда надо вот готовить на Олимпиады там, и так далее. И вдруг он как будто бы читает мысли, да, и говорит, натаскивать детей на Олимпиадах не надо, например. А я же сама олимпиадница. Ну и не скажу, что нас сильно натаскивали, но все-таки мы тренировались. Я говорю, ну как, Михаил Ефимович, для того, чтобы наша певица вышла на сцену, она же все-таки репетирует. Для того, чтобы Павел Пенигин хорошо боролся и так далее. Он же тоже, говорю, тренировался, например. А чтобы вот участвовать на Олимпиадах, конечно же, надо порешать очень много, говорю, задач. Не только там ограничиваться тем, что дает обыкновенный школьный учебник там, и так далее. Вот он говорил, нет, ребенок должен прийти и показать свой блистательный ум. Ну, резон в этом тоже есть определенный, но одного таланта все-таки мало. Вот раньше, помните, были такие формулы? Кто такой гений? Это 99% труда и только 1% ума. Это раньше были такие формулы. Поэтому, ну, опять-таки, надо все продумывать как следует. Ну, выдающиеся умные люди, они же не всегда проявляются в жизни. Вот ваша цитата. Везет тому, кто везет. Везет, да. Это я придумала позже. Придумали? Ну, конечно. А что, где-то у кого-то есть что-то такое? Есть, и книга есть, да. И да? очень многие, да, используют эту поговорку. Предпринимательство, бизнес большой. Вот, ну, я вообще-то, честно говоря, это я придумала сама. Гениальная мысль, видите, приходит ко всем одинаково. Вот какое содержание вы вкладываете? Тот, кто действительно упорно трудится, либо опережает, как, оказывается, в спорте еще использует поговорку. Если ты взял на себя какой-то груз, то просто не говори, что не идешь. Ты должен, ну, это такая русская поговорка есть, ты должен так трудиться, учиться, ну, возможно, и мучиться временами, да, страдать от того, что ты там неправильно поступил или там неправильно сделал, подумал и так далее. Ведь то, что ты совершил ошибку, это тоже, с одной стороны, опыт же, да, как говорят мудрые люди. Ошибка – это в принятии решения имеете? Ну, естественно, да. Но не всегда же все правильно получается. Да. Вот у меня, например, при номинировании Олонхо была ошибка. Я доверилась нашей группе творческой и не посмотрела, ну, просто не успела посмотреть одноминутный фильм. 45-минутный с Избековой мы все посмотрели, все хорошо, значит, все, что нужно, опять-таки все переводы, все проекты тоже. Спасибо огромное Институту гуманитарных исследований, Василию Николаевичу Иванову, конечно же, Агафье Еремеевне Захаровой, да, очень хорошие специалисты и так далее. Ну и, конечно же, Василию Васильевичу Ларионову, который, будучи студентом, стал записывать Олонхо, например. Это же вот какое у него было к чему-то, скажем, такое вдохновение, да, или чем оно было вызвано. Но он говорит, что вот я хотел это собрать. Ну, у людей разные же бывают способности, таланты и так далее. Ну и я все посмотрела, отправили. Единственное, что я не посмотрела, это вот одноминутный фильм. Я улетела куда-то в командировку, а потом как-то даже и думать про это забыла. А потом чувствую некое стеснение от членов нашей группы. Ну и, оказывается, возвратили, сказали, что ваш этот фильм никуда не годится. Эксперты не поняли, а они, оказывается, смотрят. Они даже могут и не понимать, их содержание не интересует, а их вот интересовала форма. Именно вот эта вот традиционная, национальная подача, значит, материала, вот как сидит, как человек голову держит, как, там, скажем, чувства какие испытывает и так далее.
Блекаранка, Хабаниныларди, Решетников, да, Петр Николаевич. Вот это все, оказывается, очень важно. Это уже потом, да, потом уже эксперты рассказывали. А я считала, что для меня это была находка, до меня никто не додумался найти федерального эксперта от России. Ею оказалась единственная женщина, директор Московского дома творчества Эльвира Семеновна Кунина. И она же оказалась представителем ЮНЕСКО. Это же такой рычаг, это же огромная мощь. И благодаря ей, в первую очередь. Потом ее и нашу Елизавету Алексеевну, это комитет по делам ЮНЕСКО Республики, я подвигла их на премию правительства Российской Федерации. И они получили эту премию. И если бы не эта Кунина, Эльвира Семеновна, вряд ли мы нашли бы других экспертов, например. Я очень горжусь законом образования. Да. Даже не проектом Маланхова или там Ленинские столбы. Это тоже очень хорошие, важные и так далее. Но именно они-то, скажем, такого авторитетного, репутационного и так далее характера. А закон образования, то, что сегодня закон уже его считают как общественным благом, это все-таки благодаря Якутии это все появилось. А я до 92-го года, лет тогда было не очень много мне, да, и я, к сожалению, не задумывалась ни о каких там законах и все такое. 1 сентября 92-го года сижу в кабинете, смотрю почту, секретаря отпустила, ну, смотрю, сижу почту. И вдруг слышу на 4-м этаже мэрии громкие голоса, топот ног, и чувствую, что идут какие-то люди. Ну, я вышла в коридор, и тут оттуда прямо вот это, немножко солнечные лучи еще были, 7 часов вечера. И смотрю, группа такая большая идет, и впереди идет такой мужчина и кричит мне оттуда: где тут школьная пионерская мафиози? Ну, так как вокруг никого нет, а я Завгорано, ну, говорю, наверное, говорю, я. Это самый мафиози. Ну, говорю, заходите. Ну, некоторые зашли в кабинет, ну, кабинет маленький, в одно окно, и часть осталась в коридоре. Я говорю, только потише, чтобы тут, ну, понятно было, то я не сразу, говорю, пойму, о чем, говорю, вы хотите тут или спросить, или, говорю, рассказать. 1 сентября пришли в школу, 26-ю, их не приняли, детей, 10-классников. Почему не приняли? А вот они не прошли конкурс. Какой конкурс? А вы что, тут в Завгорано сидите и не знаете, что ваши директора конкурсы проводят? Я говорю, честное слово, не знаю. Таких, говорю, у меня даже поводов не было, говорю, и приказов не было. Звоню директору. Людмила Игоревна Повецкая. Очень хороший директор школы. Я, правда, ее потом назначила директором другой школы, Якутского городского лицея, коммерческая школа. В Ригу учиться отправляла и так далее. Ну и она мне говорит: а вы что, говорит, не знаете, Евгения Савельевна, что вышел новый закон федеральный? Да я потом узнала, где-то недели через 2, что вышел действительно новый закон об образовании, где прописано с 1 по 9 класс бесплатное, доступное базовое образование. А где, говорю, тут вообще должно быть написано по поводу конкурса в 10 класс? Я была, говорит, летом в Санкт-Петербурге отдыхала, и там все педагоги, и их августовское совещание, она, кажется, там посетила. Оказалось так, что новая концепция школьная, и в 10 класс принимают только тех, кто может учиться. А о том, что школа – это социальный институт, где можно иногда и штанишки просиживать, да, это как бы не в счет. Если ты не хочешь учиться, то иди работай. Я говорю, Людмила Игоревна, они куда пойдут-то, говорю, работать? Мы же с вами на комиссии по делам несовершеннолетних. Сколько, говорю, пытаем директоров различных предприятий, чтобы они этого подростка, который, ну, уже не может учиться, потому что и нахамил, и нагадил, и все такое сделал, что коллектив не принимает ни детей, ни учителей. Не знаю, говорю, этот закон, еще не видела. Но я вам говорю, вообще-то, говорю, не разрешала проводить разного рода конкурсы в 10 класс. Она мне говорит, ну, демократия же. Ну, Евгения Александровна, почему вы мне должны были разрешать? Это, говорит, новая школьная концепция на федеральном уровне. Я говорю, ну, ладно, говорю, Людмила Игоревна, мне просто времени нет, говорю, с вами дискутировать. И я первый раз в жизни
и в последний раз применила. Говорю: Людмила Игоревна, вы их сейчас, говорю, всех примите. А если не примете, то утром я вас уволю. Я найду, говорю, за что, говорю, вас уволить. Первый раз в жизни и единственный. Но она, понятное дело, всех родителей приняла, детей тоже, ну, поговорила, наверное, там рассказала и так далее. А утром я занялась этим законом. Тогда уже ни интернета, ничего нет. Я этот закон нашла где-то только недели через 2. Собрала команду, как говорят, из директоров и заучей, ну, наиболее таких говорящих, мыслящих и так далее. И мы пошли в Вилтумен. Первый человек, с кем мы встретились, это был Александр Николаевич Жирков. И его депутат, его комитет по образованию. И решили, что будем делать свой республиканский закон. 3 года. Ну, закон-то мы написали быстро, все вместе. А прокуратура республики категорически против. Потому что что делает? Вопреки федеральному закону они не могут допустить. То есть противоречит федеральному закону. А то, что закон улучшает положение детей, это, ну, как бы никого не касается. Ну, тут даже вот отчасти из-за этого закона я согласилась пойти работать в министерство Михаилу Ефимовичу. Я перетерпела несколько проверок прокуратуры, 2 большие проверки министерства, тогда вот называлось «Просвещение». И даже имею там какой-то, не помню, то ли выговор, то ли замечание привести в соответствии с федеральным, но я этого не сделала. Слава богу, новый министр Филиппов Владимир Михайлович в январе 2000 года решил провести большое всероссийское совещание работников образования во Дворце съездов. 5000 делегатов. Ведет совещание Матвиенко Валентина Ивановна. Исполняющий обязанности президента Владимир Владимирович Путин в президиуме вот буквально передо мной сидит. Ну и я, когда пошла выступать, там вообще делегаты вели себя не совсем красиво, надо сказать. Ну, не давали никому рассказывать там о своем опыте. Ну, люди-то приехали, чтобы поделиться опытом и все такое. Буквально топали, гудели. Даже так? Даже так, да. И наш всемогущий ректор МГУ Виктор Антонович Садовничий, когда выступал, ну, доклад министра все послушали хорошо, а доклад вот ректора как-то не очень вежливо слушали, и когда он вдруг проронил «площадя» вместо слова «площади», прямо загудели, затопали. Я говорю, ничего себе, думаю, как они вообще-то с детьми-то работают, с одной стороны. Ну, тут через некоторое время вызвали меня докладывать тоже. Но я думаю, если начнут улюлюкать, я не знаю, что буду делать. Да? Упаду, наверное, умру тут возле трибуны. Но пошла. У меня было 5 листочков. Я вот этими листочками об трибуну вот так постучала. Я говорю, у меня, говорю, доклад на 20 минут. Ну, начали гудеть. Я говорю, ну, я не буду, говорю, читать доклад. Настроения, говорю, нет. Потому что, говорю, вам не хочется, говорю, слышать, какой опыт, говорю, есть в регионах. Возможно, говорю, тут собрались сами очень опытные люди, и им не нужен чужой, говорю, опыт. Но когда вы здесь критиковали, как работают там органы внутренних дел, милиция, как работают, там, скажем, другие структуры, да, силовые, правоохранительные и так далее. А вы же говорили о том, что 2,5 миллиона подростков в России безнадзорные и беспризорные. А это, говорю, не их вина. Это, говорю, наша вина. И прямо вот опять-таки своим докладом по трибуне постучала. Тишина установилась. Потому что, ну, первый делегат, который начал почти что ругаться, да? Я говорю, а виной, говорю, этого всего наш с вами закон об образовании, где, говорю, с 1 по 9 бесплатное, доступное базовое образование. И уже в 10 класс вы же, говорю, принимаете того, кто вам нравится,
того, кто не нарушал с 1 по 9 класс ничего, не хамил, не ругался, не оскорблял, двойки не получал и все такое, молчат. И вот, причем, говорю, тут милиция вообще-то. Это мы, говорю, сами виноваты. А вот у нас... И начала рассказывать про наш закон, как нас проверяли, и как к нам приехал один член комиссии, Александр Изотович Адамский. И вот он, когда послушал меня, проверяющих, да, по этому закону, это здесь в Якутске, вдруг говорит, я вообще, говорит, не понимаю, члены комиссии, говорит, вы вообще что тут делаете, говорит. Вообще, говорит, сам сижу, говорит, мне, говорит, стыдно, говорит, Евгения Александровна, говорит, за себя, что я, говорит, тут приехал с проверкой. Ну, тоже в молчании. Это вот в Якутске происходило. Я про это вот рассказываю там в Москве, в Кремле. Он сказал, представляете, говорит, в Якутии любят своих детей. А мы тут пришли, говорит, их проверять за это. Я, конечно, его по всем телевидениям, там на радио и так далее, понятное дело, мы с ним походили. И вот эта вот фраза «в Якутии любят детей» должно быть распространена на всю нашу страну. И на этом я закончила. Ну и надо сказать, что мое выступление было понято. Буквально через несколько месяцев закон поменяли, и сегодня никто не думает и даже не задает вопросы, что у нас в стране как нормально, как принимают как общественное благо, что образование бесплатное с 1 по 11 класс. Пожалуйста, учись. Ты можешь, конечно, после 9 пойти в училище, в колледж и так далее, это твое право. Но государство, как свое обязательство обучать бесплатно в 10-11 или там в гимназиях, лицеях и так далее, это сегодня делается. Поэтому я считаю, что вот здесь вот Якутия, наша республика, показала свое такое вот грамотное отношение к образованию своих детей. А было такое, что вы шли на важную встречу, на важное мероприятие, и что-то не досказали? Вот вы выходите... Ну и много раз, конечно. Ну, потому что есть такое понятие, как временные там лимиты, например. Есть еще такие вещи, которые иногда, надо сказать, иносказательно. Но это тоже целая наука. Чему я учу сейчас женщин. Вот это очень интересно. Нельзя сразу, скажем, раскрывать все карты и говорить о том, что... Ну, не все же подозревают, и не все же, скажем, хорошо продумывают схемы решения там каких-то определенных проблем и так далее. Поэтому это, еще раз, целая наука. Здесь прям очень интересно. Это учите на форуме вот, женщин? Да. 3000 Мы женщин. работаем, да, Дёгалер, подруги, да, по 10 направлениям. У нас очень хорошо работает политическая школа для женщин. Это ведет наша Ольга Афанасьевна Парфенова. Ну и ведется у нас еще школа лидерства. Обучаем именно женщин. Я, например, считаю, что ну, каков уровень женщины, образовательный, культурный, ну, даже вот как материнский, например, родительский. Но не только инстинкт, но еще и качество, да? От этого очень многое зависит. Ведь мужчины, они же нормальные люди. И договориться с ними или там сказать что-то такое, что не нравится, например, заранее. Ну, думаю, что всегда можно. Хотя мне говорят иногда, что, ну бывает дурней. Ну, тогда надо как-то, если не удается его перевоспитывать, то надо просто расстаться. Пусть идет своей дорогой, например. Зачем тратить на него время? А так, если ты любишь человека, то, конечно, надо приложить много усилий. Я помню, мы с Анастасией Петровной Оконечниковой, это доктор психологических наук, мы с ней были в Анабарском районе, значит, село Юрюкхая.
Ну и там коллектив и жалуется, что у детей с каждым годом все становится меньше и меньше учеников. Я говорю, вопрос у меня такой, это не посчитайте, говорю, что любопытство, а чисто жизненный такой вопрос. Вот сколько у вас детей в коллективе? Ну, средний показатель. Вот по стране 1,6, в республике 1,4 приходится на семью. У вас, говорю, как? Ну, стали считать. Самое большое количество детей, 3 детей оказалось у завхоза школы. Угу. Половина девушек незамужние. Угу. И оказалось так, что ну, у директора 2 детей, у завуча 2 детей, у остальных там по одному, а львиная доля красивых молодых девушек вообще не замужем. И говорят, не за кого выходить. Ну, во-первых, школьники – это и ваши дети. Глядя на вас, ведь и население будет рожать. А не рожает-то по той простой причине, что нет устойчивого понимания, что можно доверить и своим мужчинам, и вам. Угу. Но как раз вот в окно смотрю, идут 3 парней. Время было 11 часов дня. Я Анне Петровне говорю, вот парни, и ты вот то дира. Ну, видно, что они падают, да, прямо в снегу валяются там, ну, может быть, и играют. Я говорю, вот, говорю, парни идут, давайте, говорю, познакомимся с ними, говорю, полюбим, говорю, их. Олах, типа там, пропащие. Ну, пропащие, не пропащие, но, в общем, поговорили, и вердикт такой, что надо самим постараться, чтобы в детских садах были дети коллектива. Ну и, естественно, ученики тоже были ваши дети. 2 года прошло, мы с Анной Петровной конференцию уже вот закончили, провели, и подходит женщина молодая. Это через 2 года вы опять Через поехали? 2 года. Нет, это мы уже не поехали, здесь в Якутске, на августовском совещании. Подходит и говорит, вы, наверное, говорит, меня уже не помните, Дира. А я, говорит, Юринхаинская, говорит, учительница. Вы знаете, говорит, мы же, говорит, замуж вышли. Я говорю, молодец, говорю. Родила? Она говорит, да, говорит, родила. Ребенка родила. Ну и как? А то ололаттары... я тогда еще им рассказала про Аркадия Райкина. Я говорю, вот есть же, говорю, у него такая интересная, говорю, реприза, где, говорю, Аркадий Райкин говорит, что если меня там поднять, почистить, прислонить к стенке, то я еще ого-го. Ну так вот, надо с ними, говорю, чтобы они ого-го, говорю, стали. Это, говорю, только, говорю, в ваших руках, умных, красивых, молодых девушек. Ну так и получилось. Это вот очень такой яркий пример того, что как можно рожать учеников, например, детей для себя, например. Но брак – это же работа 2 людей, это не только женщина. Ну, понятное дело. Но если человек будет все время падать в семье, снег, да. в семье, я считаю, что мужчина, он все-таки ведомый в плане того, что он женщину свою любит, как бы там ни было. Любит свою женщину и, конечно, готов стараться, поменяться и все такое. Я еще ни разу не видела ни одного мужчины, который был бы против семьи и против детей. Каждый мужчина думает о своем наследнике. Женщина сегодня, например, не каждая думает об этом. Сейчас же культивируется это все, да? Очень женщины эмансипированы стали, ушли в достигаторство. Ну, все равно. А как вот этот баланс держать? В конечном счете, да, в конечном счете, все равно человек приходит к тому, что нужны наследники, хотя бы с точки зрения, что свое, там, скажем, более такое зрелое возрастное время скоротать, например. Потом с кем поговорить, что все равно по истечению времени твои дети становятся, действительно, ты начинаешь понимать, что это сокровище, это дар быть родителем. Оно всем дается, но не каждый может этим воспользоваться. Что я считаю, что для этого надо, конечно, создавать условия. Про замужество, про вашу половинку хочется поговорить, поскольку везде интервью только у
о работе, о достижениях, о том, какая вы железная леди. Ну, не такая уж я железная. Но очень многие видят вас именно в таком образе. Где вы его встретили и почему он? Ну, так прозаично. Я на первом курсе всегда же отправляют на картошку. Вообще, надо сказать, что я не хотела в ЕГУ поступать. У меня были 2 путевки, ну, кроме путевки в ЕГУ, еще была путевка, это по результатам Олимпиады. У меня была путевка 2-й Московский медицинский на приборостроение. Я как раз собиралась, я же член общества юных изобретателей и рационализаторов, вообще-то была в детстве, по итогам выставки технического творчества. И Новосибирский мехмат. Вот я хотела или туда, или сюда. Ну, в ЕГУ никак не хотела. Но мама наша настояла. Ну, я записалась на картошку и поехала в Алекомский район на картошку. Ну, Я и, тоже там практику проходила. и для того, чтобы как-то, ну, меня почему-то сразу же пригласили комиссаром, пригласили партком университета. В парткоме, значит, нам сказали, ну, мне конкретно, что сельская молодежь, она такая, своевольная и так далее. Олох атиспекки, тохсус паккет. Олох вообще даже кинерката алтыгманден, бирга хадиманден, но олох типа олох туарахадинден. Ну, молодые же, танцевать-то хочется же. Да, и в клубе там все время свет выключал кто-то. Ну, а я же за идеологию отвечаю, да? Шла и включала этот свет. Ну, и однажды в очередной раз-то включила. Тут подходит, ну, молодой человек, ну, юноша. Ну, видно, что подросток, будто бы. Такой рукава закатанные, солдатским ремнем. Себе дома тарера, говорит, типа там получишь. Ну, это быстро в меты перевела. Ну, я говорю, ну, темно же, говорю, ну, таким нежным, насколько умею, нежным голосом говорю, что темно, ничего не видно. То харадира, то, ну, короче, меня ругает. Понаехали тут, типа. И я такая говорю, пойдем потанцуем. Он на меня так посмотрел с ног до головы. Вы сами предложили? Конечно, я же должна как-то, ну, проявить гуманность и все такое, да, культуру и так далее, чтобы не поругаться-то. И говорю, пойдем потанцуем. А он так посмотрел с ног до головы на меня и говорит, дылда. Вы вышибли? Я была, значит, на платформе, тогда вот такого в моду входила, и у меня подошва была вот такая толстая, еще такие каблуки. Я, правда, была выше его. Ну, такая вот посрамленная. Ну, оказался тракторист, такой первый парень, там, т.д. и т.п. Я его 5 лет не видела. После этого 5 лет не видела. Так и не потанцевали, получается? Нет, конечно. Потом на 5-м курсе, представляете, ну, у меня, ну, не то что женихов, а кавалеров было достаточно, например. Ну, не то, что я там чем-то там привлекала и так далее. Ну, кому-то помогала и пюре рассчитать, кому-то на черталку сдать, с кем-то там по матанализу заняться и так далее, да? Ну, в принципе, не скажу, что там красавица и все такое. Ну, на гитаре немножко играла и так далее. Ну, даже в те годы я песни пела, надо сказать. Ну, и сильно ну, не страдала, что нет кавалеров. И даже у меня были такие постоянные кавалеры, как Коля и Толя. Ну и вот они меня провожали до дому, и между собой всегда ссорились и говорили, кто из них третий лишний. Говорю, ну, Коля и Толя, среди вас третий лишний – это я. Ну и демонстративно уходила. И вот на 5-м курсе, когда нам дипломы выдали, значит, вечеринка вот 5-й столовой нашей студенческой, и вдруг мне девчонки говорят, там тебя летчик спрашивает. Думаю, ну надо же, как-то думаю, кто это? Спустилась с 3-го этажа на 1-й, смотрю, Толя стоит. Тоже Толя зовут? Ну, это и есть мой жених. Оказался. Нет, вас же провожали Толя, Коля? Да, но это другой Толя. Ну вот я и говорю, что еще Толя. Да, был тот мой однокурсник был Толя Степанов и Коля Кривогорницын, а это, значит, Толя Николаев.
Ну и как он иногда мне говорит, да, ну toch, ты за форму замуж вышла. Почему? Ну, такая голубая форма, очень красивая. Оказался, как это, ну, обучающийся авиационного училища. А как он Так нашел? красиво. Тогда же не было ни связей, ни телефона. Ну, вот он, оказывается, приходил, ну, как-то вот домой даже однажды к нам пришел. И наш папа собирался в баню городскую и взял с собой его в баню. Мне, главное, никто ничего не сказал, это уже потом все повыяснялось. Здорово. Тоже так интересно. Мужчины познакомились. У меня мама алюкминская, у нее родственников же много разных и так далее. Ну, может быть, поэтому, может быть, там еще по каким-то другим канонам, правилам и так далее. Тогда спрашивал, получается, интересовался все это время. Ну, не скажу, что я сразу вышла замуж. Нет. Помучили? Такого еще. Ну, не то, что помучили, а просто он уехал, я уехала. Целая история. Вот я на 5-м курсе должна была, заканчивая, поступать в аспирантуру. Даже ходила, английский сдавала. Но меня Николай Иванович Шарин, тогдашний министр просвещения Якутской ССР, пришел к нам на встречу с выпускниками. Ну и попросил меня выступить перед учителями будущими математики и физики о том, что надо поехать в северные районы, что там учителей не хватает. Ну, я-то по глупости согласилась. Ну, это я сейчас говорю по глупости. Да. А тогда-то, ну, думаю, ну, сам министр просит, еще так руку мне подал, так в глаза заглянул, такой молодой, интересный, да, такой, тогда был Николай Иванович. Ну, все время о нем вспоминаю с благодарностью, потому что потом мне посчастливилось с ним долгое время работать. Ну, тут прямо вот осаненная или осаненная, не знаю, как правильно, пошла выступать. Вот, выпускники, ну, однокурсники сидят, смотрят. Я, значит, с трибуны выступаю, приглашаю их поехать. Потом мне ребята рассказывают, что у тебя на лице была такая гримаса, вдруг ты чуть не заплакала. Это в этот момент ко мне пришло осознание, что раз я их всех зову поехать на север, то сама должна ехать в первую очередь. Ну что ж, пришлось все поменять и поехать в Тикси. И сколько лет там проработали? 2 года. На 2-й год меня избрали секретарем по школам. Дементьева Бориса Михайловича 1-м секретарем избрали, члена Владимира Михайловича избрали 2-м секретарем. А меня вот, бедную учительницу математики, избрали секретарем по школам. Я буквально полдня поработала секретарем. Но я никак не хотела, на конференции я выступила, даже сказала там, ну как потом было сказано, что это было не совсем с вашей стороны правильно, надо было ехать. Но я пошла к Николаю Егоровичу Андросову. На тот момент он был 2-й секретарь райкома Булунского партии. А потом он, ну, все его знают как легендарного главу Анабарского района. Ну и он меня повел к 1-му секретарю. Вот когда книгу тут предлагали, я про этот вспомнила момент. Сидит за столом такой мужчина, фундаментальный, такие кулаки, такой вот большой. И когда он слез со стульчика, упали книжки. Оказался маленький такой, но очень такой интересный, такой интеллигентный. Сказал, пришел приказ министерства. Ну, это вот мама моя. Как только услышала, что меня избрали секретарем по школам, ну, кто-то ей, то есть, проинформировал ее, ну, и она добилась Минпросвещения, чтобы меня уволили как можно быстрее. Почему? Ну, не захотела. И когда я приехала из Тикси, она сказала, у нас нет коммунистов в семье, беспартийные большевики. Вот так было мне сказано.
А дальше как? Но я не стала там в политику ввязываться и так далее. Ну вот. Ну и пошла работать в школу здесь уже в городе Якутске. А что важно в браке? Вот столько лет прожили вместе, живете, и мужчина, ваш муж, как принял вот именно ваши лидерские качества, постоянно на руководящих должностях, дети дома? Ну, во-первых, он всегда был против, чтобы меня куда-нибудь избирали. Наверное, но, конечно, переоценка-то, наверное, ценностей произошла. С одной стороны, думаю. Смирился он? Ну, не то, что смирился, я даже думаю, что он, так полагаю, что он гордится мной, так думаю. Потому что я на нем иногда проверяю свои будущие решения. Каким образом? Ну, разговариваю с ним, уточняюсь. Ведь не только же про спорт с мужчиной надо разговаривать, или там о каких-нибудь культурных ценностях, а надо его ж вовлекать в работу. Но это опять-таки не из-за того, что это у меня чисто как бы педагогический в этом плане дар, да? А вот решение. Ну, мама наша, моя мама, она очень так хорошо умела все это так правильно сказать, чтобы никто не обиделся, и в то же время всем было смешно. Ну и вот она, например, могла сказать: ну, Женя у нас президент, то ли это там правительство, которое делает то, что говорит президент, ну, а я народ. Распределили. Это вот она так распределяла. Ну и он себя чувствовал иногда, ну, между мною и моей мамой, но теща это же всегда как-то сложновато, да? И, видимо, поэтому старался всегда принимать мою сторону. Знаете, у меня мама-то ведь с характером девушка была. Ну да, я В 12 ночи я приезжаю на дачу, например. Ну, когда мама была, мы всегда жили на даче летом. Ну, там внуки, большая группа внуков, которых надо было кормить там свежими овощами, там, яйцами. Птицефабрика тогда вот давала курей до осени и кормили, чтобы сами яйца употреблять. Это очень, кстати, хорошее такое дело было у нашей якутской птицефабрики. Ну и моя мама ночью 12 стоит со шлангом, ждет, когда вот я, будучи министром образования, пойду огород поливать. Что и приходилось делать. Спорить там всегда это бесполезно было. Бесполезно было. Мама есть мама. Да. Конечно, Толя там пытался сказать: «Буола татуналари, кунубахамандатуналари». Ну, парни наши же вполне могли, она им не давала. Говорила, у них рука тяжелая. Ну, да, Женя вполне может там. Ну, вот она всегда говорила: ты куда ты ткнешь, у тебя все растет. Может быть, и это влияло. Или она так хотела, чтобы это на меня так влияло. Может, меня там к труду приобщала, не знаю. А по душам удавалось вам? Конечно, да. А вот что самое такое приятное и ценное вы услышали, общаясь с родителями? Ну, с детства я помню, что они всегда были за нас. С детства. И кем бы их там в школе не выбирали, вот моя мама всю жизнь работала председателем родительского комитета, пока братья учились, пока я училась. Младшие-то уже учились 23-й и 29-й. И она была председателем родительского комитета. А это же тоже очень сложно. Тогда вот были деньги, которые шли на то, чтобы оказать материальную помощь детям из малообеспеченных семей. Ну и я даже помню одного мальчика, вот звали его Чупров Филипп. Вот я вот до сих пор вот помню. Он не захотел получить валенки, которые купила мама за деньги Всеобыча. Он сказал: я хочу вот летческие. И мой бедный папа, я не знаю, где уж он достал, у своих родных сыновей не было этих летческих унтов, да? Ну, наверное, у Валерия Ильича, может быть, там он выпросил, не знаю как. Хотя он там отношения к ним вообще не имел. Но нашел. И то есть, если не хватало денег, они всегда вот из общих семейных денег тратили, например, на школу.
И опять-таки я это вот запомнила тем, что надо, если ты взялся делать, то надо это делать хорошо. И доводить дело до Вот в конца. школе, например, я помню с 5 класса. Папа, например, шел во вторую школу с молотком, с пилой и так далее. Там объявления вот такие были. Ты отдаешь 10 рублей, все. Второй вариант. Ты приносишь банку белой краски или половой коричневой. Или сам приходишь, если у тебя нет ни первого, ни второго, то идешь сам работаешь. В школе так было. Никто не спорил. Папа делал и первое, и второе, и третье. Потому что это ему, ну не знаю, доставляло это удовольствие или нет, но по крайней мере он мог там столярничать, мог эти штакетники там и так далее, все это переделать, столы ремонтировать. И вот это, наверное, меня научило и терпению, и тому, что надо, если ты взялся за что-то, то, по крайней мере, сделать его так, чтобы тебе самому не было стыдно за это дело. А вот по поводу несправедливого отношения лично к вам. Я читала интервью, где вы в детстве прям отстаивали, чтобы вам налили чай без сахара, по-моему, да? Ну да, это Да. вот как раз тоже. Я же пришла во вторую школу, окончив начальную школу 15-ю, экспериментальную. Но это вот по нынешним понятиям эксперимент состоял в том, что и русский, и якутский был с 1 класса. И в 5 классе, ну, у нас-то в маленькой начальной школе базовой, это как раз за той Мадой, эта школа была. Там чин-чинарем, маленькая деревянная школа, но, тем не менее, вот очень хорошо педагоги работали. В коридоре, например, стояла тумбочка, и там был бак, покрытый сверху там белой такой, ну, типа скатерти, да? Кружка, правда, была одна с такой цепью, но, тем не менее, значит, все как-то чин-чинарем. И учитель нам на наши ложки наливала, как называется-то, ну, то, что мы сейчас как витамин-то употребляем. Рыбий жир? Рыбий жир, да. И мы как-то вот к этому... в школе? Да, прямо в школе. Подходили к ней, и она нам из бутылки наливала. Вот такая забота была о детях. А тут во второй школе этого ничего нет. Большая школа, все бегают. И мне так захотелось пить. Ну, не знаю, может быть, рыбы наелась дома. Рыбоедка же. Да, и, значит, в буфете прошу, чтобы мне дали чай без сахара или воду. А мне говорят, нет, вы дети, вы, чтобы хорошо учились, должны пить чай с сахаром. А вот такие граненые стаканы тогда вот были, вот до сюда налитый коричневый чай, и вот столько сахара внизу осевшее. И он говорит, кем 10-5, ага, горячее же. И все вот так стоит на столах. Я стою, звонок уже прозвенел, а она никак не отдает. Ну, не наливает мне. И тут заходит директор, Александр Петрович Рыбкин. И говорит, что тут делаешь? Я говорю, я прошу, ну тут уже у меня даже дрожь, я вот до сих пор помню. Дрожь в голосе появилась у пятиклассницы. Я говорю, вот я прошу чай без сахара, а мне, говорю, не дают. И он так-то пошел дальше и говорит, буфетчице, налей ей из моего чайника. Так я познала, что у директора есть свой чайник. Она этот синий чайник принесла, кыгра мне налила этот чай, да. Ну, я из духа сопротивления половину-то выпила, потому что он был очень горячий. И тут он идет обратно, уже покушал. И говорит, скажи учителю, что я тебя задержал. Но я лукавить-то не умею. Ничего не сказала, пришла, села. Но на тот момент я отличница уже была, да? Поэтому мне никто ничего не сказал. Утром пришли, чай отдельно, сахар отдельно. Все. Да, и все ребята стали говорить, ну, молодец, добилась. А когда я там оставалась стоять, мне ребята говорили, ну, пошли, а то учитель тебя будет ругать. Но я вот говорю же, пока не добилась, не ходила, не пошла. Потом мы дискутировали, вот опять-таки на своем опыте, об этом-то учителя, наверное, даже и не догадывались, что даже в 5 классе можно что-то такое предпринять, которое может поменять. А потом в коридорах появились тумбочки, эти баки с водой, покрытой белой, такой хорошей тряпочкой. И все такое. А были потом моменты, ну, в жизни, в карьере, когда
вы отстаивали что-то, но та сторона не шла. Конечно. И как вы тогда реагировали? Вот Но я никогда не скрывала. Я, например, Михаилу Ефимовичу написала 8 заявлений об увольнении. Он даже один раз подписал, чтобы меня уволить, но почему-то не дал ходу. Вячеславу Анатольевичу я ни разу не написала. Но на одном из совещаний, ну, вот после выборов, которые он почему-то проводил, такой голос был у него, сердитый. И он всем давал поручения, ну, таким приказным тоном. Когда до меня дошел, я сказала: извините, Вячеслав Анатольевич, я хорошо слышу. Он сказал: да я вот это просто, типа. И сразу у него тон поменялся. И в конце совещания говорит: а вы, Евгения Александровна, останетесь. Тут наши товарищи, коллеги мои, зампреды, по плечу меня вот так стучат и говорят: ну ничего, если что, мы тут рядом. Ну, типа, сожалеют. Ну, вот он меня позвал в кабинет, который напротив. Но я говорю: если вы будете меня, говорю, воспитывать, то даже не стоит время, говорю, тратить. А он говорит: да нет, говорит, я хочу просто с вами, говорит, посоветоваться. Да это же, говорит, так. Я говорю: ну, Вячеслав Анатольевич, если вы хотите порешать какие-нибудь вопросы, тем более дать мне поручения, которые я буду с вдохновением и там с радостью выполнять, я бы очень хотела. Вы же помните, как я с большим трудом, говорю, согласилась идти работать заместителем председателя. А если вы будете, говорю, каждый раз так разговаривать, то я, говорю, не смогу. Да я знаю, говорит, мне Михаил Ефимович, говорит, рассказывал, как вы, говорит, ему писали, говорит, заявления, и как он вам их рвал. Я говорю: ни разу он при мне их не рвал, но каждый раз говорил: а я не видел вашего заявления. Это тоже как бы отдельная история. Но был ли страх, что вы можете потерять тогда? Ну что, у меня же специальность есть. Учителей-то математики же не хватает. Но я могу и черчение вести, например. Могу и рисование. И кстати. урок труда. И запросто. Ну, не то, что запросто, сейчас уже как-то, наверное, стало. Но, по крайней мере, кройки и шитья, наверное, я бы смогла. Ну, могу, что-то помню из матанализа. Ну, педагогика, методика. Вот мне самой, например, интересно обучать вот подруг молодых тем азам, которые нужны для того, чтобы вот устанавливать контакты, чисто вот с точки зрения психологии, там, каким образом избежать конфликтов, например, и так далее. Но об этом я рассказываю всегда. Где? Ну, на как форумах? где? На форуме, форумах? да. Поэтому это и востребовано. Но я, например, считаю, что каждая будущая мама, она должна уметь считать деньги. Не просто там копить, а считать деньги, рассчитывать заранее, а не так вот, как стрекоза, которая «Лето красное» пропела. Да. Мамочка должна заботиться не только о своем здоровье, но и здоровье своих детей. Потому что мои родители со мной тоже так же занимались. Мы каждое воскресенье шли на Зеленый луг и на лыжах катались, например. Я даже помню, как в 3 классе на городских соревнованиях на лыжах я, видать, слепошарая была, да, в то время. Я ушла вместо 3 километров на 10. Когда пришла, стоял только мой папа и учитель. Больше никого не было. Соревнования закончились. Но я вот это тоже так хорошо помню. Нет, чтобы у кого-нибудь спросить, да? Иду себе, иду. Ну вот вы рассказали в воспоминаниях, что 12 ночи приезжали, да, вот на дачу, и мама вам говорила: полейте огород. Очень многие, но все знают, что вы работаете до утра, до ночи. Не, ну вот Михаил Ефимович мне тоже делал замечание. Я говорю: ну, Михаил Ефимович, это же не от того, что мне хочется по утрам плохо выглядеть. Это мой муж придумал такой афоризм. Для того, чтобы плохо утром выглядеть, надо ночь не спать. Ну, смешно, но это его афоризм. И я же не доказываю его, а просто у меня так получается, потому что я дозирую, я планирую. И если я план не выполню сегодня, то завтра-то еще больше работы будет.
Это когда мне было 50 лет, вдруг мальчишки, значит, ну, тоже детям же дают слово там выступить, о своей родительнице что-нибудь сказать. И вот рассказывают. Нас воспитала, ну, понятное дело, что Да. мама имеет отношение, но нас воспитал телефон и холодильник. И сидит Франц Хамич Гробман, может быть, вы знали его, он тогда был министром жилищно-коммунального хозяйства. Нет. И он говорит, я не понял, ну, телефон, говорит, у нас у всех, говорит, телефон, мы по телефону, говорит, детей воспитываем. А холодильник-то, говорит, что, говорит, мама что-то вкусное делала? А ребята говорят, нет, мы не про внутрь говорим, а что снаружи. Он говорит, опять-таки, вот он беседует, ну, и Александр Константинович там еще был и спрашивает, а что там на холодильнике было? Указания на каждый день. План на каждый день. Вы это делали? Ну, так я каждую ночь им писала. Представляете, вот 3 штуки. Писала каждому. И вот потом прихожу ночью и проверяю, выполнено, не выполнено. Это дисциплинирует. Я знаю, что, конечно, у моих родителей такого, как бы скажем, методического не было указания, например, но зато я практически всегда знала, что надо сделать. Но мамы же говорят больше про любовь. Хватало времени, если вы до ночи работаете? Ну, любовь-то как, вот как вы себе представляете, например, как проявить любовь? Это же не все время там ходить, целоваться, обниматься или там говорить, я тебя люблю. Ну, в педагогике, прежде всего, это забота. Потом достижение каких-то целей. Я, например, могла сказать, так, Егор, ты у нас историк будущий, значит, я хочу, чтобы ты участвовал, там, скажем, на дебатах. Или ты у нас там спортом занимаешься, Славка, значит, ты давай добейся того-сего. Они все занимались спортивным ориентированием, и я их увлекала тем, что, ну, я плохо разбираюсь там в азимутах и так далее, да, но раньше с ними сама бегала. Но самый мой плюс это в том, что я им стряпала по 50 лепешек. Успевали? Утром. Ну, ночью поставишь, слава богу, все нормально, поднимается тесто. Я утром успевала жарить эти лепешки, они были воздушные, вот, честное слово, моя гордость. И они 40 штук в рюкзак, а 10 в тарелку, и прямо в автобус идут, вот эти 10. И все знали, что сейчас Алёша принесет лепешки. И все на команду. И они знали, что это вот Алёшина мама. Ну, поэтому она завгорано, это далее-то их не касалось. А вот именно, что мама Алёши стряпает вкусные лепешки. И все учителя про это знают, помнят. То есть это, я считаю, что не то, что это я искусственно так старалась сделать. У меня как-то это вот так нормально получалось. И тут же на юбилей, вот когда мне было 50 лет, Алёша вспомнил, что когда он учился в 3 классе, мама впервые и последний раз постряпала Шарлотту. Из этого можно сделать вывод и срочно начать стряпать эту Шарлотту, что ли? Вовсе нет. Я очень горжусь, что мне удавалось научить их читать к 5 годам, например. Им сколько было, когда вы сошлись? Ну, мы их позже приняли, это дети брата. Они с женой погибли, мужа моего мы приняли. А так, когда я поступила рожать, мне было 25 лет, в роддоме все говорили, вот, старородка. Тогда, 25-летняя, это что? Да. А Но теперь по вот тем до временам 35 же. А как пришло вот это принятие, ну вот родственники мужа, говорите, да? Ну, когда они погибли, мама Толина их смотрела сначала. Ну, потом, когда она заболела диабетом, ну, я предложила взять их. Мальчишки уже тогда были, Егорка учился в классе 8, Славка был маленький, где-то во 2. Ну ничего, выучили. И я, конечно, там не требовала, чтобы меня там называли мамой или все такое. Зачем? Но то, что опять-таки вот полезное как бы от меня они получили, то, что я с ними
Вот Егорка химию, например, никак не хотел изучать, не понимал химию. Ну, я буквально сама-то тоже забыла школьную программу на тот момент, но сидела и с ним занималась. Вот я, как вчера, например, тоже с внуком одной очень легендарной женщины, вот она меня попросила, но не позаниматься, а так, чтобы проконтролировать, как он поступит и так далее. И я вчера 3 часа потратила на то, чтобы пройти с ним тестирование. ФИПИ – это Федеральный институт педагогических измерений, русский язык. Могу даже показать, как в телефоне у меня. И там задания такие интересные, мне даже саму это очень даже увлекло. Представляете, я даже дважды ошиблась. Да. Как отреагировал ребенок на это? Не, но я-то поправилась, там-то тестирование идет такое, что не на проверку, не на оценку, верно-неверно выходит ответ, и у меня выходит неверно. Вот я все-таки второй раз я уже не ошиблась. Но опять-таки это говорит о том, что надо постоянно учиться. И русский язык тоже очень хорошо надо знать. Ну, в общем, вот это вот моя, как бы скажем, помощь, чтобы они что-то узнали, потом поступили в университет и так далее, это помогло. По-моему, они меня очень не любили, не взлюбили, когда я сказала, так, будем получать профессиональные права. 18 лет исполнилось, и 5 часов... Водительские иметь? Конечно. И в 5 часов я их отправляла, ну, уже знала по расписанию, что у них там написано, что надо ехать в Ростов, ну, до САФ. И там это они учились. Потом через некоторое время сказали, вот ты была права. Очень горжусь этим. А так же можно было сказать, чабуки, тюнь там в январе месяце, зачем с 5 часов бегать, еще зачем это потом получат. А вот как раз в 18 лет они научились водить машину. В моем творчестве был такой тоже момент, когда женщина, которая проработала в органах внутренних дел, 2 детей своих было, и у сестры случилось несчастье, тоже стало сразу 5 детей. Да? И тогда все пошло, наоборот, у них в тартарары, да? Поскольку дети сказали, это было ваше решение, почему вы у нас не спросили, что вы берете детей. Нет, вот у нас конфликтов не было, если вот в этом роде. Только когда Славка учился на 1 курсе, ко мне на прием, я тогда министром работала, пришел преподаватель ЕГУ, инженерно-технический факультет. Ну, известный человек, он олимпиады проводил и так далее. И попросил, чтобы его дочь, которая живет в Финляндии, замужем за финном, чтобы я ее отправила учиться вместе с мужем в Италии на менеджера. Ну, магистратуру на менеджера. Я говорю, когда ваша дочь была школьницей, я всегда старалась, говорю, помочь. А тут-то, говорю, не могу, потому что министерство обучает и помогает воспитывать только учащихся до 18 лет. И тут он встал и говорит, оказывается, говорит, у меня по начитательной геометрии учится, говорит, ваш сын. Ну, Славка меня записал как маму. Ну, там пишут же. Вот. Я, говорит, не знаю, сдаст он зачет, говорит, или нет. Ого, шантаж. Да. Ну, я говорю, ну, не знаю, говорю, сдаст он или нет. Я, конечно, никуда не стала жаловаться. Я, наоборот, написала Матвею Васильевичу ходатайство, чтобы включили программу подготовки кадров. Все равно же якутка девочка. Так, а вечером за ужином я Славке говорю, почему ты не ходишь на читалку? А он говорит, ну, неинтересно, говорит он. Ведет, говорит, неинтересно. Рассказывает, говорит, все время, говорит, про вас. В смысле, говорю, про меня? Ну, про вас, говорит, и про Семена Николаевича Назарова. Какие вы были олимпиадники по техническому черчению. Ребята, говорит, смеются. Ну, 1 раз послушать хорошо. 2 раз как-то не совсем интересно. Да. Но в 3-й раз слушать про твою, ну,
там-то никто не говорит, что это вот там, твоя приемная мама там, и так далее. А только вот то, что он сам свою-то дисциплину-то не читает, а рассказывает, какую он там 30 какую-то олимпиаду уже сейчас проводит, и какие у него были знаменитые такие вот, скажем, олимпиадники. В лице Назарова Семена Николаевича, который стал министром строительства и архитектуры, да, и Михайлова, вот, которая стала министром, например. Ну, учителя гордятся, но черчение у нас преподавали другие. А на олимпиадах, да, он был организатором этой олимпиады, и это я вот со школьных лет помню. Ну и что, говорю, такого? Он говорит, ну, ребята, говорит, смеются, поэтому я, ну, не хочу, говорит, слышать там то, что, говорит, там про вас, говорит, все время говорит. Я говорю, так может, это только у тебя, говорю, такая причина? Ну, в общем, на этом как бы закончили. Больше не будет разговора. Потом, когда я ночью закончила почту свою, это был уже 3-й час ночи, ну, так чувствую, что некую грозу. Ну, слава богу, спасибо моей бабушке по отцу. Чувствую грозу, ну, пошла по комнатам. Ну, 3-комнатной квартире там много-то не пройдешь. И смотрю, Славка лежит лицом вниз и почти всхлипывает. Но он-то вообще полный сирота. 18 еще лет ему не было. Ну, я, конечно, подсела к нему и говорю, ну, как вот так? Ну, вот он говорит, ну, как же, говорит, он же, говорит, хотел, говорит, вот вас заставить оплатить, какой, говорит, он, типа, нехороший человек и все такое. Я говорю, ну, ладно, это, говорю, его проблемы, а ты, говорю, все-таки ходи. Ну, потом до утра с ним, короче, проговорили. Потом он говорит, не, говорит, я не хочу быть инженером, я хочу быть юристом. Я говорю, здрасте. Тру поменял мнение. То юрист, то французский вдруг. Потом он поступил на французский, но в конце концов закончил МИСИ юрист. Ну, поговорили, и летом в июле 18 лет исполняется, и он говорит, ну, пойду в армию. Потом и порешили. Ну, я, конечно, поддержала. Папе нашему вообще не дали ни слова сказать. Он тогда, получается, академически оформил или отчислился? Отчислился, да. Ну, раз не хочет. И я не препятствовала. А так обычно, если так с Егоркой, это как я боролась, чтобы он учился нормально и так далее. И на его примере можно было бы ту же линию продолжить. Но решила, что действительно травма, наверное. Ну, себя корила, что я тут это все-таки вдруг при всех-то начала выяснять и так далее. Ну, все нормально было. Вот за год он 4 раза приезжал в отпуск. То там команду выведет по футболу на первое место, то там очень хорошо стреляет и так далее. И вдруг исчез. Никаких тебе писем, никаких тебе звонков. Это Бажаев, Камурская область. Совсем близко от нас. Я Толе говорю, наверное, что-то случилось с тебе. Давай, говорю, это, позвони, говорю, командиру. Ну, у нас телефон командира, все это есть. Он говорит, нет, не звони. Дембель, и уже это на 2-й год не мешай человеку, пусть служит. Но я терпела, и уже, когда у меня терпение было на пределе, это в октябре уже, да, вот сколько месяцев, июнь, июль, август, сентябрь, в октябре, он получил письмо на работе. Ну, привет, батя, там, и так далее. Матери не говори, я в Чечне. По горам не бегаю с автоматом, вот сижу в танке. Как будто в танке это безопасней. Я, конечно, рассеврепела, позвонила командиру, и командир говорит, самых лучших, там 5 или 6 отправили. Дали им звание сержантов. Ваш сын, говорит, очень хорошо подготовленный, спортивный, стреляет хорошо и все такое. Потом, конечно же, я обратилась к ОМОНовцам, с Зивицким поближе познакомилась, замминистра, который курировал ОМОН, и вот они туда постоянно ездили, и Сергеем Черных. Я почти, ну, 1 раз в 2 недели я точно отправляла посылки им. Потом они стали, ну, как бы скажем,
А Тахтан, даже мне письма писали, весь взвод мне писал. Не отправляйте нам, пожалуйста, больше кофе, шоколада, этого тут навалом. Еще и отказывались. Да, сырокопченую колбасу только надо было, да. А потом завтрак туриста на тот момент уже все, почему-то его перестали делать. Сухое корейское печенье, представляете? И вафли. И не простые вафли, а вафли только вот с лимоном, сливочные. Представляете, вот. И я вот это все добывала, покупала и все это отправляла. Да, и такие вот фотографии я потом получала. Вот так. В журфиксе я прочитала тоже ваше интервью, очень хорошее воспоминание, очень хорошее интервью, и там интервью вашей дочери. Все-таки девочки, наверное, другие, чем мальчики. Ну, конечно, потом разница же в возрасте. Да. Мы-то 100 лет никак не думали. Под 45. 45, да, родили? Ну, правда, меня тоже кто-то из корреспондентов спрашивал. Я говорю, ну есть же поговорка, 45 баба ягодка опять. Надо же, говорю, было подтвердить. Прямо вот в газете «Наше время» так у нее и вышло. Как ее звали? Надежда Тетерина, по-моему, журналист. Надя Тетерина, да. На это мы ездили в Турцию. Хорошо так отдохнули. Потом приехала. И говорю мужу, что-то я себя чувствую, говорю, беременной. Он говорит, да ну сходи в поликлинику. В поликлинике, конечно, днем-то не удается, вечером пошла, а там моя, которая всегда меня вела, ее не оказалось, она куда-то уехала. И дежурная меня посмотрела и говорит, Евгения Исаевна, у вас же говорит, такая нервная работа. У вас, говорит, климакс начинается. Даже так тогда уже сказали. Даже так сказали. Ну, говорю, рановато для климакса-то, говорю. Она говорит, ничего, говорит, у вас нервная работа. Потом месяц проходит, а я все себя чувствую беременной. И вдруг сзади слышу, Евгения Исаевна, докторе. Оглядываюсь, а это Татьяна Титовна Желобцова, заведующая гинекологическим отделением РБ номер 2. И говорит, «Кайдахы Рахамбайта Хаман», говорит. Я определила сразу, да? Да, я говорю, Татьяна Титовна, говорю, чувствую себя беременной, и мне никто, говорю, не верит тебе. Она говорит, ну поедем. Поехали к ней, и там на УЗИ посмотрели, и говорит, твой климакс уже ногами машет. Я звоню, они мне хором кричат, парни, что ужин приготовили и ждут. Где ты ходишь, типа там. Я говорю, отцу дайте-ка трубку. И то ли говорю, вот Татьяна Титовна определила, говорю, что вот беременная, еще, говорю, девочка, говорит. Витер, Толя, ну как, говорит, если Татьяна Титовна сказала, значит, так и есть. И вот она спрашивает, что делать будем? И хором они все вчетвером говорят, будем рожать. Здорово. И родили. Такая поддержка, конечно. Почему бы и нет? Но боялись то, что все-таки возраст? Ну, я сильно не боялась. Наоборот, же радость. Это мама моя потом переехала к нам. Ну, она тоже горожанка, но переехала к нам, смотрела за Надюшкой. Ну, потому что ее имя дали. Да. Толя сразу сказал, все, никаких разговоров. Она говорит, во дворе подходят соседи и говорят, кто все-таки отец у этой девочки? Ну, потому что 4 мужчины смотрят. Лучше всех, конечно, Егорка смотрел. Ну вот. Столько братьев, Надюшке повезло, да, прям по мужской заботе. Ну да. Но разницу все-таки чувствует. Специалист по английскому хуже говорит, чем она. По английскому. Или там все, что касается вот цифровых технологий, тоже. Но разница это в возрасте 17-16, там сколько еще. Это все-таки, видимо, ну, целая эпоха, можно сказать, или поколение целое, да? Несколько поколений уже, да. Кидер Олорн Веритер, вот она, например. Сейчас же время другое. Если раньше действительно вот поколение Y, Z, да, это вот десятилетиями было, то сейчас уже 2 года разницы, это уже совершенно разные люди. Ну, не знаю, я как-то себя так не чувствую. Я вот на примере... У современных детей. А, дети сейчас, между собой? Да. Ну, может быть.
Сейчас новое Но поколение. я-то по внукам только смотрю по учебные их, скажем, там наклонности, склонности. Да, и, конечно, тоже поиск идет. Ну, например, там Алешина дочь, она Юлия. Она то футболом занимается, то на гитаре играет, то там пытается петь, то там еще что-то рисует, там дизайнером хочет быть и так далее. Сейчас Ну, выбора поиск, очень много. да, поиск идет, и в этом ничего такого плохого-то нет. Мне еще понравилось в интервью, где вас спрашивают, какая вы бабушка, и вы говорите, что бабушка не та, которая все время пироги печет, да, это человек, который учит чему-то новому. Мне очень понравилось, да, что прям захотелось быть такой бабушкой тоже. Ну, например, сын звонит и говорит, вот, Юлька читать не умеет в первом классе. Ну, я говорю, привози. Полчаса и достаточно. Не буквы же надо учить сидеть-то. И я говорю, ты помнишь, как сам учил? Я тогда методикой не владела, да? И в 3 года вот азбука А, Б, В, Г, Д и так далее. На букве Т остановились, потому что там был нарисован тигр. Я ему говорю, это буква Т. А он говорит, это не я. Вот 3 года человеку, он говорит, это не я. Я говорю, я и не говорю, что это ты. Я говорю, что это Т. Он говорит, нет, это не я не тигр. И все. И не захотел учить эту самую азбуку. Это потом я кое-как через своих там подруг познала, что можно учить слогами. И когда слуги, они видят, и когда Надюшка было всего полгода, я даже вот на стенах вывесила мы, ма, па, ба, и такие слова, которые, ну, буквы, да, такие слоги, которые она потом уже научилась складывать и так далее. Сама. И все, полчаса, и хватило для того, что мама мыла рамы, уже начать читать. Ну, потому что была подготовлена. И вот этот момент сын-то уловил, но не мог, методикой не владеет и не смог. А как вы... Ну, вот... Или точно так же математики учу. Математики? Да, а что делать? Кто-то должен же с ними время от времени заниматься. Но моя основная задача, это, конечно, раньше было, когда они все были маленькие, 1 раз в месяц как-то удавалось. Пыталась я, конечно, еженедельно, но не получалось. Но месяц. Поедем мороженое, вот где вкусное мороженое. И вот, ну, просто объедались. Я сама люблю мороженое. Да. Да, и вот с ними такая радость. Ну и такие какие-нибудь небольшие знаки внимания. Это очень как-то вот объединяет, скрепляет. Ну и такие вот программы интерактивные и так далее. Если вот так приобретешь человеку, то тоже хорошо. Есть внуки, есть дочь, есть сыновья. Как общаться с каждым из них? Ну, допустим, с мужчинами общаться по-другому, да, все-таки? Но с ними проще, проще все-таки Ну, поскольку вы с братьями росли. Может быть, Да. впервые, кстати говоря, мне про это говорят. Да, а с доченькой нанофизик. Физика вообще-то моя любимая была учебная дисциплина, математика, физика. Из духа сопротивления я пошла вот на математику. А вообще у меня показатели по олимпиадам по физике были гораздо лучше. Зона Сибири и Дальнего Востока у меня было 2-е место, поэтому меня и позвали, вот, скажем, там, мехмат и московские медицинские. Ну и ВИГУ. Ну вот физика, видимо, все-таки накладывает какие-то такие моменты, что, ну, все же люди, скажем, хотят, чтобы была справедливость, чтобы их понимали, принимали, там и так далее. А вот у нее такое обостренное чувство справедливости, явление, вот, допустим, изучает и так далее. И вот это все, видимо, все-таки характер формирует, я думаю. Она с характером. Ну, конечно, да, но они все с характером-то. Ну и мы тоже. И вот когда, как уживаются люди в семье, С характером. где все с характером?
Ну вот надо опять-таки как-то вот постараться Компромисс. сделать так, чтобы никто не ссорился ни с кем. Ну, например, ну, наш папа хочет, чтобы дочь вышла замуж. Мгм. Ну, а дочь говорит, ну, хорошо, сидит в компьютере, ну, говорит между делом. Ну, хорошо, чьи гены возьмем? Разница вот возраста и так далее сказывается. Мгм. Наш папа сразу тушуется. Ну, чьи гены возьмем? Что это за ответ? Хотя кавалеры тоже есть, да, скажем. Ну, вот гены. И чтобы разрядить обстановку, я говорю, ну, как чьи? Конечно, говорю, Киркорова. Мгм. И сами над собой как бы они не наблюдают же, но хором, вот прямо вдвоем, одновременно, да, говорят, фу, Киркорова. Я говорю, будете тут фукать, говорю, он вам, говорю, за деньги-то, говорю, не продаст свои гены. А зато, говорю, на семье был бы, говорю, певец Дина. Говорю, ну вот. Но моя задача разрядить обстановку. Мгм. Ну и слава богу, получается. Ну, никто не обижается, по крайней мере. Конечно, могут обидеться, когда вот это услышат, например, да? Потому что это сугубо Личное и семейное. личное и семейное. Ага. Но вот таких моментов, ну, иногда бывает достаточно. Мгм. Тогда это еще и материнство и супружество, это еще про разрядить обстановку? Ну, естественно, чтобы не углублять проблемы. Пройдя такой огромный путь, есть у вас такие правила жизни, с которыми вы бы хотели поделиться? Важное, опять-таки, это вспомним, если моих родителей, ну, всегда мы вечерами беседовали. У нас огромный кухонный стол был такой, ну, где вот обедали, ужинали и так далее. И стелили клеенку, и там кто чем занимался, кто что делал. Я очень любила делать трактора на резинке, например. Катушки специально собирала для транша, например, да, ну и транспортеры и так далее. Ну и это, сидим вот и параллельно беседы с родителями ведем. Ну и вот в ходе вот этих всех бесед, конечно же, ну, наматываешь себе на ус, что говорят, о чем между собой разговаривают и так далее. Это очень полезно. А сейчас же нет таких вот общих дел, например, к сожалению. Дали ребенку iPad, и он там молчит, и все. А что он там смотрит, никого не касается, к сожалению. Я только по этому вопросу со своими детьми, ну, не то что ругаюсь, а говорю. А общее дело, оно же не только там, скажем, сплачивает, да, объединяет и так далее. А самое главное, учишься у своих родителей. Я очень горжусь, что ли, своими родителями, которые могли и пошутить между собой. Иногда даже казалось, что они сейчас скоро начнут ссориться, но папа никогда не позволял себе там повысить голос, например, и так далее. Он просто молча уходил, если там мама сильно наседала, например. Это тоже же уметь же надо. Да? Вовремя уходить. Да. А у меня муж наоборот. Он, чем больше горячишься, и он горячится еще больше. И тут надо уметь вовремя остановиться. И кто первый останавливает? Ну, я, конечно. По той простой причине, не о том, что я там женщина, или там начинаешь думать, что ты, раз ты больше любишь, что ты делаешь там другому человеку больше там преференций или там еще чего-то. Вовсе нет. А из-за того, что думаешь, а чем это может закончиться? Всякое. По молодости лет он иногда вот не мог со мной спорить, а шел и спал в гараже холодном, например. Но я буквально через 5 минут спускалась и шла в гараж. Даже такие моменты, например. Но об этом, конечно, никто не вспоминает, детям про это никто не говорит. Но у папы всегда были такие интересные, как бы скажем, послесловия, которые вот хотелось всегда запоминать, например, и применять. Я очень часто вспоминаю. Я не знаю, откуда это он придумывал ни разу. Вот вы сказали, что
везет тому, кто везет, да, что где-то уж написано про это. Да. А я даже не знала. Я думаю, это я сама придумала, но я никогда никому про это не говорю, что это я сама придумала. Ну, каждый же сам себе формулу пишет. Да. А папа, например, всегда говорил, ну что неудобно? Неудобно штаны через голову одевать, остальное все удобно. Никто не знает про это. Или у него была любимая такая, как бы скажем, поговорка. Он говорил, ну, вспомним остроту гениального поэта Пушкина. Ну и какая это острота? Большинство людей, я даже вот на университете тоже проверяла, в университете на преподавателя. Чем меньше женщину мы любим, вот поголовно все говорят, чем больше нравимся мы ей. Да. Вовсе нет. Пушкин сказал, чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. Проверьте. Мгм. Ну и вот такие вот моменты, конечно, как-то и интерес вызывали, и заинтересовывали. У нас практически вся улица, например, там знала, что вот есть братья Михайловы, мои братья, есть братья Корякины, есть братья Савиновы и так далее. Да? Всегда ли надо говорить правду? Вот. Мама говорит, надо всегда говорить правду. Мгм. Даже если эта правда кому-то не нравится. И тут вступает в разговор папа и говорит, надо всегда говорить правду и только правду, но иногда ее не договаривать. Вот про это же нигде не написано. О том, что эту правду иногда надо не договаривать. Ты ж не знаешь в 5 классе-то. Откуда ты знаешь? А тут вот тебе родитель говорит. Говорить что правду и не И договаривать. только говорить правду и только правду, и иногда ее не договаривать. Очень интересная мысль. Поскольку людей, которые всегда говорят правду, да, чертят вот эти личные границы, отстаивают свои позиции, не очень-то и любят. Ну да. Они чаще неудобные люди. Потому что не все, даже вот, скажем, грамотные, образованные руководители не любят, когда им указывают, что они что-то не то делают или там не тем руководствуются, а то и вовсе откровенно неграмотные, например. Поэтому не Не договаривать. все с этим соглашаются. Но папа, когда мама там начала отчаянно говорить, ну как так, он говорит, ну как, ты же не скажешь человеку, что у человека там уши большие или там ноги кривые, да? Лучше смолчать. И всегда говорил, что естественно, то не безобразно. Целые постулаты Да. такие. Во время интервью я вот так послушала вас, и вы очень часто говорите про дружбу, про женскую дружбу, да, что подруга посоветовала, и вы послушали ее. Вот как важна женская дружба, женское содружество, женская энергия? Ну, во-первых, говорят же, там, мужчина дружит с мужчинами, женщина и женщинами, да, что редко, типа там, бывает, чтобы мужчина дружил с женщиной и наоборот. Но бывают такие моменты. Но все сразу начинают там подозревать более, там, скажем, интимные вещи и так далее. В ком-то заинтересован. Да. Ну, а так, у меня до 9 класса вообще не было подруг. Я в 7 классе играла в футбол, была капитаном дворовой команды, и понятно, что девчонок в футбол я вообще не видела таких девочек, которых можно было позвать, например. И только в 7 классе однажды сидим, обедаем. Ну, каждый день это повторялось в течение вот с 5 класса, да, 2 с лишним года. Свист на улице Пушкина, и я быстро бегу, переодеваюсь и бегу до улицы, потому что идут мои одноклассники. А однажды папа прямо возмутился, чуть не постучал по столу и говорит, хватит, чтобы моя дочь теперь на свист больше не будет бегать. Но это у него было какое-то, не знаю, плохое настроение, наверное, было. Но я, конечно, ребятам говорю, все, перестаем свистеть, ну вот в 1:30 я выхожу, все, больше, чтобы конфликтов дома не было. То есть я с детства старалась быть таким человеком, который, не только там углы сглаживает, да, но еще
чтобы не стать точкой чего-то там, скажем, там, вызвать конфликт, например, там, или там, бунт какого-то и так далее. Но первая подруга у меня появилась, Катя Адамова, Акаемова. Она появилась в 9 классе. Ну, пришла, вот сидим с Петровым Валерием Сергеевичем, будущим хирургом. А тогда у нас столы были такие на 3 человека рассчитанные, ну, во 2 школе. Ну, я посерединке, Валера с этой стороны, а это место было пустое. Но там должен был присесть Артурка Капушев. Но пришла девочка незнакомая и, заикаясь, меня спросила, могу ли я тут присесть. Ну, я оценила ее смелость, потому что, ну, братья мои тут в школе, да, которые никому там сказали, если кто руку поднимет на нашу сестру, и все-таки я тоже все знала. Ну, конечно, она присела, потом оказалось, что она очень хорошо разбирается в химии, биологии. И сколько лет продружили? Ну, до ее самой смерти дружили, и сейчас я дружу с ее внуками. Вот. Потом другая появилась уже в университете. 3-я тоже в университете появилась. Ну, вот так. И дружите до сих пор? Конечно, да. А что важно в дружбе? Это же тоже отношения, это тоже Ну, нужно откровенность, вкладываться. откровенность, открытость, например. Вы все прям рассказываете? Ну, конечно, делишься. Ну и как сейчас возраст, конечно, не тот, чтобы на танцульке бегать и так далее, да, но искренность и вот эта вот честность, да, отношения, но всегда было, и это сохраняется. А обиды были? Обиды нет. Таких вот, чтобы я там на кого-то обиделась, не было такого. Ну, может, потому что я в 3 всегда была там главным лицом, которая могла что-то придумать. Лидер. Вот девчонки рассказывают, вот однажды, ну, не помню, на чем-то дне рождения, даже Свет ушел, Свет ушел, ну, а девочки, то есть я и другая Нелечка, продолжают петь. Ну и изображает. Я на палец наткнула пластинку черную и кручу ее, как будто это радиола работает. Ну, то есть и смешно, и запоминается, да? Ну и так жить интереснее. Вот чтобы всем было интереснее жить, ну, я так немножко рисую, все-таки за студию закончила в детстве. Ну и стараюсь, чтобы чисто вот что-нибудь такое продумать. Но это в основном у меня получается картинки, рисунки, ну, твое лицо, ну и изображение какое-нибудь смешное. Ну и к ним какой-нибудь небольшой стишок. Да, и это им очень нравится, например. А потом они уже говорят, а это надо вот нашему этому, это этому деду, это вот брату, там, и так далее. И то есть начинаешь себя чувствовать, что это им нравится. Тоже нужное дело. А есть вообще моменты, за которые не то чтобы стыдно, да, а вот хочется отмотать время назад и исправить? Либо каждый прожитый момент – это и есть урок, опыт? Ну, буквально вот с 3 класса, как я себя помню. Ну, маме моей было очень обидно, когда меня выгнали из детского сада. Но папа мне рассказывал, но не при маме, отдельно мне рассказывал, что меня выгнали из-за того, что я подралась не у себя в группе младшей, да, а в группе старшего брата. Он у нас был болезненный, Виталий. И я всегда ходила и смотрела за ним, чтобы его никто не обидел. Машинку, чтобы не отобрали, чтобы не толкнули и так далее. И ни одна воспитательница со мной не могла справиться. Ну, а я, говорят, коршуном кидалась на того, кто обижает моего брата. И когда меня выгнали оттуда, ну, сказали, маму вызвали, и сказали, все. Несмотря на то, что она была главным бухгалтером в Сунтарском районе, в райисполкоме, сказали, вот вашу дочь мы все-таки никак не можем воспитывать. Пусть дома сидит, и вы там сами ухаживаете за ней. Ну, она что делать ей? Молча взяла ребенка. А я ей говорю, надо Виталия тоже. Я буду, говорю, тут за ними смотреть. Это 3-летний ребенок.
Это папа мне рассказывает. И мама говорит, ну вот еще. Через неделю он пришел с огромным шрамом на щеке. Какая-то девочка ему лопаткой разрезала А щеку сколько ему? на всю жизнь. Ну, он на 2,5 года старше. И вы 3-летняя Да, вот заступали за опекала. 5-летнего? Да, Мальчика? почти 6-летнего. Потому что он у нас был такой в детстве нежный, ни с кем не дрался, не ругался, культурный, вежливый. И вы бы хотели исправить этот момент? Я хотела здесь исправить момент, что шрам-то на всю жизнь остался. Я маме раза 2 точно говорила, что надо, чтобы Виталий тоже не ходил в детсад. Но она сказала, ну вот еще будешь что-то мне указывать, что делать. И вы это до сих И пор когда он помните? пришел с такой раной, у них был очень серьезный разговор у мамы с папой. Но я опять-таки не подслушивала, но все равно же отрывки есть. Я вот до сих пор помню, как папа ей говорил, а мама говорила, вот еще. И вы 3-летняя это все Это я все помню, конечно. Вот когда меня спрашивают, с каких лет себя помните, я говорю, ну не знаю, с утробы не помню, но с 3 лет точно помню. То есть вот такие, это же стресс, когда тебя с детского сада выгоняют. Вот никого не выгоняют, а тебя исключили. Но Так тем это не же менее я к младшая детским группа. садам хорошо относилась. Это же младшая группа. Ну да, младшая группа. А там же в Практически маленьком деревянном, наверное. Практически ясли. Нет, это уже была младшая группа. Мгм. И прямо на Хартского, где я такая маленькая, обиженная. По лицу видно, что обиженные. Они все фотографируются, а я в сторонке стою и с обидой там, на них смотрю. Я эту фотографию храню, и если кому-то там зазвездится где-то, вытаскиваю, показываю. Кому-то это кому? Ну как кому? Детям или внукам. А, да? Что есть такая фотография, которая говорит о... Говорит о том, что ну, не все у человека в пути бывает гладко. Не все хорошо. Вы же не думаете, что ваша бабушка сразу родилась там такой, какая есть, например, на сегодня вам видится. И вот она была такая, что ее исключили, потому что она не соответствовала правилам. Это же по-другому, это же не соответствие правилам. Правильно? Это не послушание родителей. Правильно? Это не послушание воспитателей. Правильно? Они с этой точки-то не смотрят. Они смотрят, ну, какая у них бабушка геройская. А это неправильно. Интересно. Поняли меня, да? Поняла, да. Узрела И истину. мои вот эти, ну, можно сказать, хулиганские действия, например, как-то однажды Ульяна Алексеевна очень хорошо выразила. Знаете же, да, Винокурова Ульяна конечно, Алексеевна? да. Откуда она это знает, я не знаю. Но она была психологом в Горшеве быте, я помню ее, когда я ее пригласила на конференцию. И так вот мы с ней познакомились. И вот однажды она, не помню, на каком-то заседании, ну, таком небольшом, сказала, вот я знаю, что Евгения Исаевна там, ну, не всегда была такой паинькой, как тут некоторые себе представляют, да? Она могла всегда постоять за себя. Но постоять за себя для меня это было вот доказать справедливость. А доказать справедливость-то можно же не только кулаками. Но если тебя никто не слушает, речь твою не понимает, то уже начали там драться, ругаться, или там в 3-летнем возрасте, как тетенькам докажешь, что этому мальчику требуется специальный какой-то уход. Они, может быть, это и понимали, они же видели, что его все обижают, например. А обижали, ну, как в стаде животных обижают такого больного, хромого, да? Который не может за себя постоять. Ну, а я вот, опять-таки, как говорят, нутром чувствовала, что его обижают. Ну, благо группа рядышком-то были. И я у себя в группе не играла. И у меня вот была такая ответственность. И эта ответственность, она практически вот всю жизнь продолжается. Именно за него, за старшего. Потом мои родители
одного парня взяли, ну, родственника маминого. И у меня получилось так, что 2 старших и 2 младших. Мужчины, мужской коллектив. Но вы тогда с детства были очень наблюдательным человеком. Ну, иногда мне так говорят. И извлекающим из всего уроки, выводы. Евгения Исаевна, ну, мне было сегодня безумно интересно погрузиться в ваше детство, ваши мудрые мысли. И так интересно заходите, вот именно весь опыт идет от детства, от ваших наблюдений. Да? Мне бы не хотелось, чтобы сложилось такое впечатление, что я такая вся из себя была хулиганистая. Я вообще-то неплохо училась, очень старалась. И вот именно мой старший брат Виталий, который ну, занимался физикой, ну, инженер, да, физика, математика для него тоже очень легко ему давалась. И он всегда мне помогал. А у меня была какая-то такая интересная привычка. Я это начала делать в 6 классе. Я до Нового года обязательно изучала весь учебник. Но он мне говорил: тебе это зачем? Ты это будешь изучать там перед Новым годом, а это вот ты будешь проходить там в январе, это в марте и так далее. Тебе зачем это? Тебе что, делать нечего? А я говорю: а я хочу вот все знать. В плане того, что вот что я должна знать. Потому что я всем потом помогала в классе. Спасибо большое за уделенное время, спасибо за ваши истории, за ваш опыт. И очень надеюсь, что это не последняя наша встреча. И хотелось бы, конечно, продолжить нашу беседу, уже углубиться про роль женщины в обществе, про воспитание, поскольку действительно форум работает, и 3000 женщин в республике Якутии состоят, и такая большая работа ведется. Спасибо. Ну, я очень много читала Маргарет Тэтчер, например. Мне очень нравятся вот ее выкладки в части того, что если вы хотите, чтобы было хорошо сказано, поручите мужчине, а если вы хотите, чтобы хорошо было сделано, поручите женщине. Абсолютно правильный трактат, например. Я вот тоже этого придерживаюсь. Но для этого женщине надо пуд соли съесть, чтобы все сделать правильно. Прекрасные слова, действительно, надо будет почитать. Спасибо за интервью. Вам спасибо большое.